кто меня видит, всем привет. Зарабатывать денег сюда ехать не надо. Сюда ехать вообще не надо. Это не наше дело. Это не наша там спецоперация или как-то. Тут люди жили до нас. Пускай так и живут. Никифоров Айсен Аялович. 24.04.1998 год, короче. Прописан Республика Саха-Якутия, город Якутск. Давно у вас были выборы? У вас была возможность проголосовать? Нет, я был в окопах. В блиндаже. Сидел в блиндаже. Я даже не знал, кто президент, что президент, какие выборы. Нам ничего не говорили. До СВО ты голосовал? Нет, если честно. А почему? Ну, я думаю, там все уже решено. Отдельный отряд «Шторм». Думал, на блокпосту буду стоять, если честно. Подготовка тактическая, огневая, первая помощь, саперное дело, инженерное. Это все было на полигоне Успенский. Сколько за это время вы выстрелили магазинов? Ну, я не считал, но много. Боевая медицинская подготовка у вас была на высшем уровне? Да. Ну, у меня отдельный отряд «Шторм». Пацаны штурмовали, а я поднос нес им. Ну, еду, там, быка, рюкзаком на окоп. И проводником был еще. Это на второй БЗ уже. На первой БЗ я поднос был, на второй проводник. Расскажи, зачем пошел на войну? Чтоб, ну, если честно, заработать денег, чтобы, да. Чтобы заработать денег, думал, буду стоять на блокпосту, как мне сказали. Потом мне сказали когда уже в часть приехал, мне сказали, нет, ты будешь сапером, типа, механиком-водителем. Я такой, хорошо. Потом приехали в Луганск на полигон. Там сказали, все, вы штурмовой отряд. Всех обманывают так. Всем говорят, блокпосты, вот, 2-я, 3-я, 4-я линия, там где-то в городе, будете там просто так стоять. Нихуя не воевать. Ты обращался к командиру, говорил, что обманным путем вас забрасывают на войну, так бы сказать, на смерть. Отношение к командирам, к рядовому, ну, очень плохое, плачевное. Они тебя не слышат, на твои проблемы, так сказать, твои проблемы не решают, там, ну, за человека тебя не считают, короче. Тупо мясо и все. Ты для них мясо. Это расходный материал. Я тоже об этом думал, хотел судиться с Министерством обороны, чтобы мой контракт разорвать. Типа, мне не дали права выбора, Конституцию, так сказать, нарушили они. Как к вам относились ваши командиры в подразделении? Плохо. Даже за людей не считают там они. А что говорили? Как плохо? Умину сделай, как говорится. Типа, опасно? Говорим, опасно туда идти. Там миномет работает, все работает. Нет, идите. У вас были в подразделении так называемые 500-е? Да. Если 500-го найдут, то его без брони, без каски, короче, и с 2 гранатами отправят на штурм. Типа, все, да будешь в бою. Я же сказал, тебя за человека не считают. Все хотят, все уже, типа, чтобы это все закончилось. Домой поехать. Навоевались? Да. Командиры как-то сообщают близким о том, что их родственники погибли? Или просто... Нет, не сообщают, потому что если нету тела, то они говорят без вести пропавший. И все. Если тело достанут, то они, да, звонят и говорят, вот ваш сын, ваш муж там умер в бою, погиб в бою. Сколько обычный русский солдат может пережить вот таких штурмов? Ну, я думаю, максимум 3. И все. Максимум 3. Я заблудился. Слышу генератор. Думал, наши. Зашел. И все, меня в плен взяли. Скажи, ты когда попал в плен, ты здесь нацистов видел? Нет, А с кем воюешь?
не знаю, с простыми людьми, по факту, такими же, как я. Это мы, дураки, пришли сюда. Это их земля. Да это все вранье. Нету тут никаких нацистов, бандеровцев и таких, как там по телевизору говорят, зомбоящиков.